просматривают, когда вы отдаете, реквизиты карт запоминают, а потом их используют. К примеру, для чего это нужно им в дальнейшем? Значит, как вы знаете, наверное, особенно те лица из вас, которые осуществляют какие-то покупки в сети интернет или с помощью сети интернет в магазинах, в интернет-магазинах, знаете, что туда необходимо ввести вот эти вот реквизиты банковской карты, которые потом, соответственно, будут идентифицироваться, и за счет этого с карты будут списываться деньги. Так вот, чтобы вы знали и понимали, о чем я говорю и для чего я это говорю, существуют такие заграничные сервисы, я вам сейчас называть их не буду, но существуют такие сервисы, которые позволяют списывать с карты именно только по номеру карты. К примеру, карта, скажем так, одного из банков, да, карта Visa начинается, у нас, как правило, состоит из 4 групп цифр, по 4 знака в каждой группе, да. Начинается, вот, они все карты так начинаются, у кого здесь они есть, можете проверить, начинается 4276, дальше идет группа 7500, потом идет, значит, 4 цифры определяют отделение банка, и далее 4 цифры непосредственно владельца карточка, кому она принадлежит. Так вот, в принципе, запомнить только вот этому гражданину, который у вас, допустим, стоит в этот момент за спиной, надо последние цифры вот этого знакового числа. Запомнив эти числа, он фактически восстановит всю вот эту вот карту. Ну, сами понимаете, что банковские карты, как правило, выдаются на 3 года, да, это 12 переборов всего лишь им нужно будет осуществить. Если далее там воспользоваться определенными услугами через интернет, то можно и восстановить имя, отчество этого человека, ну и так далее и тому подобное. То есть вот эти все реквизиты, они восстанавливаются элементарно, собираются и в последующем могут использоваться злоумышленниками. Были у нас такие случаи, коллеги наши, скажем так, в одной из близлежащих нам, подчеркиваю, близлежащих, значит, эти жулики у нас могли ездить, они там транзитом проезжали по всем близлежащим республикам, так называемые, мы их называем лотерейщики, собирали чеки, которые граждане выкидывали в мусорных ведрах. Для чего это делается? Значит, наверное, вы знаете, кто-то из вас, когда получал карты, во всяком случае, наверное, все, когда получали карты, вам банкомат при первоначальном использовании выдавал такой чек, да, где были все пароли, разовые пароли, значит, потом постоянные пароли для входа в онлайн-кабинет, так называемый Сбербанк онлайн. Так вот, лица, которые не знают, не понимают, для чего он, берут, просто комкают, выкидывают в мусорное ведро. Вот эти вот граждане у нас, они объезжали все отделения банков, собирали вот эти вот мусорные ведра, потом раскладывали и так называемые вот эти лотерейные билеты выискивали. Ну, скажу вам, что достаточно большое количество билетиков они таких находили. То есть это о чем говорит, что наши граждане по-прежнему не следят за той ситуацией, что даже с банкомата выходят и не понимают, какие там чеки вылазят. В общем, это все серьезно на самом деле и как следствие может привести вот именно к хищениям потом в последующем с ваших банковских карт. Ну, чтобы вы понимали, способов хищения существует достаточно много. Я, во всяком случае, насчитал 11 способов хищения с банковских карт денежных средств, это которые были непосредственно у нас в Чувашской республике, которые зарегистрированы в оперативной сводке по обращениям граждан. Ну, все сейчас называть не буду, но наиболее такие знаковые, которые буквально там каждый день у нас происходят, чтобы вы знали, я вам сейчас приведу. К примеру, да, самое основное из них, это, понятно, банальная кража и утеря карты. То есть вы можете потерять карту, хотя такая формулировка и фраза давно известная вам, наверное, уже с более ранних таких семинаров по безопасности, говорящая о том, что пин-код храните при себе, никому не отдавайте, приводит к тому, что в принципе пин-код он на современном этапе, он постольку и не нужен для того, чтобы украсть эти денежные средства. Так вот, лица, которые теряют эти карты, потом лишаются денежных средств. Это бывает и не только когда они теряют, но когда и просто-напросто вместе с кем-то кто-то празднует какие-то там дни рождения, потом оставляет эту карту в кармане, кто-то недобросовестно из его компании вытаскивает ее, ну и так далее и тому подобное. То есть это один из самых распространенных способов, который совершается сейчас. Далее достаточно тоже распространенный способ – это хищение денежных средств с помощью мобильного банка. Что такое мобильный банк? Это услуга, которая позволяет вам с помощью мобильного телефона управлять своим банковским счетом. Так вот, когда вы, как лица, которые заключаете договор с банком, начинаете активно пользоваться банковской картой, привязываете для уведомления, допустим, к этому своему, значит, телефону, точнее карте, номер телефона, вы получаете о своих операциях все уведомляющие вот эти вот смс-сообщения, которые вам говорят, сколько списано и так далее и тому подобное. Так вот, в определенный момент, когда вы перестаете пользоваться этим телефоном, вы его, конечно, меняете, да, то есть вы его
отказываетесь от него, получаете новый номер телефона, и как итог у вас вот эти смс-уведомления в последующем, они так же, как продолжали от банка отправляться, они также вам на этот номер старый телефона продолжают отправляться. В итоге, что получается? Новый абонент, который получает этот номер телефона после вас через определенное количество времени, ну там у нас до 3 месяцев, по-моему, разрешено операторам сотовой связи держать этот телефон не подключенным, потом они подключают к другим лицам. Конечно же, гражданин тот начинает получать эти смс-уведомления от банка, которые предназначаются для вас, но вы так поменяли этот телефон, вы уже их не видите. В итоге им становится понятным и доступным та информация о том, что они с помощью телефона могут совершить хищение, что они и делают. То есть, потеряв вот эту вот карту свою, заменив ее, вы, соответственно, лишаетесь денежных средств. Ну, то же самое происходит примерно, когда вы теряете сотовый телефон. Значит, могу сказать еще, когда вы его еще можете оставить на столе, к примеру, выйти в другой кабинет, то же самое, недобросовестные лица, которые вокруг вас находятся, они тоже могут воспользоваться этим телефоном и также перечислить денежные средства с вашей карты на свою, либо пополнить счет, либо отправить еще там, за какую-нибудь услугу или сервис. Это вот такие наиболее распространенные. Ну, у нас, во всяком случае, в Чувашской республике в 2015-2014 годах встречались и такие способы, как хищение конфиденциальной информации, во всяком случае, информация о банковской тайне, так называемый слип с магнитной полосы, да, непосредственно с пластиковых карт, когда вот эти вот устройства, технические средства, их еще называют скиммеры, устанавливаются на банкоматы, после чего граждане начинают пользоваться ими, вставляя в банкомат свои пластиковые карты, лишаются вот этой вот информации. Соответственно, после этого граждане на руку, скажем так, недобросовестные, все это дело собирают и потом делают клоны ваших карт. Как правило, когда у вас происходит хищение, для того, чтобы вы поняли, что действительно оно произошло, это хищение и так далее, и что именно с этим способом, именно таким способом у вас по выписке с вашего банковского счета будет фигурировать, как правило, иностранное государство, потому что существует в преступном мире обмен вот этой информацией, скажем так, американские жулики скидывают к нам сюда эту информацию, наши туда, и в определенный момент, вот эти вот карты, они заранее изготавливаются, в определенный момент просто-напросто в другой стране начинают снимать ваши деньги. По нашим случаям, по-моему, в Лас-Вегасе все это дело происходило. То есть после того, как мы взяли эту группу, которая собирала вот эти сведения, на следующий день стали списываться денежные средства в Лас-Вегасе. То есть это вот, если у вас что-то такое подобное произойдет, вы здесь находитесь, карта у вас, списывают где-нибудь там в Никарагуа и так далее, да, знаете, что вы где-то вставили в банкомат свою карту, где стоял скиммер. Потом существуют еще такие способы хищения, которые у нас используются в том числе одновременно и злоумышленниками, которые имеют более-менее технические такие подготовки. Это связано именно со способом хищения, так называемый фишинг. Создаются специальные сайты фишинговые, сайты под интернет-магазины, сайты под сервисы, которые осуществляют, скажем так, пересылки с одной карты на другую карту денежных средств, ну и так далее и тому подобное. Если кто-то из вас пользуется такими вещами, к примеру, приобретает что-то в сети интернет, оплачивает опять же картой в интернет-магазинах, то же самое может произойти и с вами. Ну, тут несколько способов таких. Бывает банальная кража с карты, после того, как вы все реквизиты и все смс-сообщения, которые к вам в последующем придут туда, что называется, введете в эти формы злоумышленников. А бывают такие напополам, связанные с мошенничеством, когда в определенный момент вы начинаете вводить вот эти вот реквизиты своей карты, это номер, соответственно, карты, срок ее действия, за кем она зарегистрирована, после чего у вас там сбой происходит, как бы терминал перестает работать, не знаю, у вас черный экран или еще что-то, либо сообщение, в общем, звонит вам человек и говорит, вот я сотрудник банка, значит, вы сейчас здесь пытались провести какую-то операцию, у нас технический сбой, мы вот сейчас должны все это дело завершить. Ну и далее с помощью разговоров он начинает у вас все это дело, вас разводить на другую информацию конфиденциального характера. Это вот именно секретное ваше смс-уведомление, где сказано, если вы работаете с банками, там запись такая идет, да, обратите внимание, значит, данное смс-сообщение является секретным там, или еще каким, оно предназначено только для вас, никому его, соответственно, не сообщаете. Но почему-то граждане у нас активно все это дело не читают и сообщают вот этим злоумышленникам все вот эти сведения. Но после чего все это дело, соответственно, с ваших счетов
полномерно списывается. Вот это как бы такие самые наиболее распространенные способы, но, конечно же, существует еще один такой способ. Все любят там его говорить с помощью вирусов и так далее. Все это дело активно продвигается в сети интернет. Но жулики тоже такие используют способы, к сожалению, достаточно активно в последнее время, когда ваши карты, значит, точнее говоря, ваше мобильное устройство, которое привязано к вашим банковским картам, они заражаются вот этими вот вредоносными программами. Вредоносные программы на современном этапе представляют из себя это средство удаленного доступа к вашему телефону и управления вашим телефоном. То есть там не все так просто и однозначно, когда вы заражаете свой телефон, ваш телефон полностью становится подконтрольным злоумышленникам. Они не только могут похитить в данном случае денежные средства с ваших карт, они могут и похитить и другую конфиденциальную информацию, которую вы храните в телефоне, в том числе и совершить звонки, смс-ки передать от вашего имени. Ну, там все, что возможно сделать с этим телефоном, это все они могут сделать. Как происходит заражение у нас? Очень любопытные граждане, которые получают смс-уведомления, ну, к примеру, да, такого вот вида примерно. Смотрю на фото, значит, вспоминаю нас. Ну, дальше там идет ссылочка на определенный сайт, после чего, конечно же, гражданин, получивший это сообщение, если он мужского пола, это понятно, да, если это женского пола гражданка, к примеру, супруга этого гражданина, у нее задается вопрос, какой же он фото и вспоминает чего, да, соответственно, она тыкает туда первым делом. Ну, то же самое и, видимо, муж, когда увидит у своей супруги возлюбленной такое же сообщение, то же самое начинает проявлять интерес, озабоченность в этих фотографиях и что там они вспоминают, тоже тыкает туда. То есть, как итог, фактически, нажав на эту ссылочку, к нему на телефон загружается вредоносная программа. После чего она заражает и начинаются хищения. Если вы, допустим, заразили свой телефон, вы это дело обнаружите на следующий день, примерно в течение суток, у вас уже будет списано до 8000 рублей. Это все будет списываться до тех пор, пока вы не обнаружите эту вообще ситуацию, не позвоните, скажем так, к операторам определенного банка, который заблокирует вашу карту. Вообще существует два способа заражения сотовых телефонов. Это, как я сказал, вот эта вот активная рассылка смс-сообщений с этими ссылками на вредоносные сайты, да, которые заражают ваш телефон. И до этого существовало, ну и в настоящее время тоже такое есть, это когда заражаются специально приложения, активно используемые вами. Ну, к примеру, мы видели такие приложения, как Viber, пытались граждане скачать, Сбербанк, допустим, онлайн, кто пользуется сбербанкскими картами, WhatsApp, ну и другие достаточно популярные приложения, которыми вы пользуетесь. То есть, скачивая не с магазинов, а вот с сайтов, с обычных сайтов, вы именно как раз-то вот скачиваете вредоносные программы. Ну, после чего, соответственно, также точно заражаете свои телефоны примерно такими же вредоносными программами, и у вас происходит хищение. Как правило, когда у вас телефон заражается, вот эта вредоносная программа блокирует получение ваших смс-сообщений, то есть на экран ничего не выводится, он у вас телефон не пищит о том, что пришло смс-сообщение, на экран, значит, ничего не выводится, экран не загорается, грубо говоря, все это дело блокируется вот этой вредоносной программой, вы просто не знаете, что там происходит. В этот момент ваш телефон начинает жить своей жизнью, он активным образом похищает до 8000 рублей ежесуточно, пока вы не обнаружите данные, что называется, непонятные явления с вашей картой. Ну, допустим, придете в магазин, а там денег уже нет. Значит, в данном случае, видимо, злоумышленники, они тоже, скажем так, определенных настроений, они сделали так, чтобы сумма менее 1000 рублей у вас не похищалась. То есть они что-то вам, видимо, оставляют для того, чтобы вы, как бы сказали им, наверное, спасибо. Но, тем не менее, факт, когда у вас менее 100 рублей, менее 1000 рублей, у вас хищения не будет. В каких случаях это происходит? Допустим, вы заразили в октябре месяце свой телефон, получили перевод, ну, скажем, ваша компания, в которой вы работаете, вам зачислила денежные средства в качестве аванса, да? Вы его получили, пошли в банкомат, сняли, успели, в течение суток вы сняли, у вас денег не украли, но телефон зараженный, проходит другой месяц, опять вам зачисляют, тоже успели снять, вам повезло. Значит, в какой-то один из месяцев, у нас такие случаи, кстати, были, через полгода почти, году подходило к тому, что, значит, телефон зараженный был у человека, но в определенный момент он просто не смог снять денежные средства, на следующий день у него начали списываться. Все, они фактически там за 3 дня все ушли. В общем, следите за своими телефонами, не тыкайте на смс-ссылки, которые к вам приходят непонятного содержания от непонятных людей с номеров телефонов.
Никогда не открывайте, не старайтесь открывать, не надо вам этого, там, фотографии и так далее, которые там все равно отсутствуют. И для того, чтобы избежать вот именно таких ситуаций, которые могут с вами случиться, лучше, конечно же, себя как-то защитить от этих вещей. Да? Вот вы все, тут многие из вас, люди студенческого возраста, да? Наверняка у вас у всех как раз-то подобного вида и смартфоны, потому что вы же активно пользуетесь средствами коммуникации, там, переписываетесь с кем-то и так далее. Поэтому ваши смартфоны в большинстве случаев они подвержены заражению. Значит, соответственно, вы должны принять какие-то для себя меры для того, чтобы ваш телефон не заражался. Что для этого нужно? Ну, как минимум, установить антивирусную программу. Значит, антивирусные программы бывают двух версий. Так называемая Light-версия, это облегченная версия, она тоже выполняет свои функции, но работает под управлением вашим личным. То есть вы должны дать ей команду, проверить телефон и удалить все вредоносные программы. И полная версия, которая может среагировать на лету, так называемом. Грубо говоря, вы заразите свой телефон, начнет что-то у вас программа делать, и она сразу блокирует. Но платные полные версии, они платные, как всегда, и стоят денег, поэтому у нас население не так часто ими пользуется и устанавливает, но тем не менее в то же время и не всегда периодически проверяет свои сотовые телефоны на предмет их заражения. Поэтому как бы здесь вам выбирать остается и определяться, какими пользоваться. Да? Тут уже все зависит от уровня дохода, желания и так далее. Что всегда нам задают вопрос? Что делаете вы? Ну, мы вообще, скажем так, не пользуемся такими телефонами. В случаях, когда, если у нас есть банковские карты, и мы имеем вот эти вот телефоны, которые могут быть заражены, мы просто-напросто вот эти вот карты уведомляющие подключаем на телефоны типа, где вот одни кнопки, да, где стоит не операционная система, а система Java, так называемая. И телефоны сами по себе не могут быть заражены с помощью вредоносных программ. Ну, учитывая, что сейчас они недорого стоят, поэтому я думаю, каждый может из вас себе позволить такой элемент, дополнительный телефон с номером телефона, который будет получать смс-ки и уведомления. Но опять же, это все выбирать каждому. Хотите, чтобы вас украли денег, пользуйтесь всем, чем хотите. Не хотите, хотите себя защитить, используйте, опять же, вот эти вот телефоны. Далее, как не попасться на скиммеры, да? Вот, ну, говорят много, там, допустим, в каких банкоматах пользоваться и так далее. Мы всегда советуем и говорим, что нужно пользоваться, как правило, одними и теми же вот этими вот банкоматами, в которых вы уверены. Да? Ну, допустим, в тех местах, опять же, где стоит охрана постоянная. То есть исключает способ заражения, не заражения, а установки вот этих скиммеров на банкоматы злоумышленниками. Но это, опять же, отделения банков могут быть, какие-то другие организации, где внутри в организациях стоят банкоматы, ну и так далее и тому подобное. И обращайте на те, скажем так, вот эти вот денежные, не денежные, а отверстия в банкоматах, куда вы вставляете банковскую карту. Да? Вот эти вот их скиммеры, которые они ставят на них, они клеют, как правило, поверх тех оригинальных, которые уже стоят в банкомате, устройств защиты. Ну, в принципе, их сразу видно. Как говорят нам сотрудники банков, да, вот если вот это вот устройство, через которое проходит ваша карта, выходит изнутри банкомата, то это значит наше устройство. Если, значит, банкомат, точнее говоря, на банкомат сверху наклеено вот это вот внешнее устройство, и оно не исходит оттуда изнутри банкомата, из вот металлической части, внутренней части банкомата, то, соответственно, она вставлена злоумышленниками, это понятно, и, соответственно, наверняка оно собирает вот эти вот сведения, которые могут быть потом ими использованы. Также существуют еще определенные, скажем так, способы хищения, но про них здесь я так вскользь могу только пробежаться. И, ну, в принципе, они существуют, они есть, они были, но не так широко, допустим, проходили у нас. Да? Ну, к примеру, вскрытие банковских вот этих вот счетов хакерами, ну, не только банковских, вообще баз данных теми же самыми хакерами, которые получают вот эти все сведения, а потом, соответственно, их используют. Ну, у нас это достаточно редко используется, видимо, это связано с тем, что трудно банковские вот эти вот сервисы взломать и получить эти сведения, но тем не менее такие факты тоже имеются. Кстати, могу вам такой способ интересный тоже рассказать, который был в каком-то году в Москве, за границей такие вещи используются, когда и вот в период проведения Олимпиад такое было, насколько я знаю, когда злоумышленники, покупая банкомат в сервис-службах,
устанавливают ее там где-нибудь на центральной площади, после чего, когда товарищи начинают оставлять свои карты, выплевывают карту назад, перед этим скопируя всю нужную информацию, да, и дает там данный банкомат не работает. Такие, к сожалению, жулики у нас тоже есть, которые вот так вот собирают с карт всю эту конфиденциального рода информацию. Это все лежит на поверхности, это все можно отследить, если быть бдительным и, соответственно, не допустить вот именно утечки конфиденциальной информации для вас, представляющей тайну, да, вот именно о реквизитах вашей банковской карты. Поэтому вот эта вот фраза «ключи от квартиры, где деньги лежат», да, ее можно применить точно так же к картам. Это тоже, в принципе, является ключом от банковского счета, ну, где деньги лежат, это понятно, да? Поэтому у кого есть банковские карты, должны пользоваться предельно аккуратно, не разбрасывать направо-налево. В кафе, когда будете расплачиваться, никогда не отдавайте в руки. Это вообще запрещено, даже правилами банка, в руки отдавать банковскую карту. Вот эти вот товарищи, которые вас обслуживают, они должны свой вот этот терминал носить, где вы уже сами должны вставить в этот терминал карточку, соответственно, набрать там пин-код и после чего забрать ее. В общем, вот существуют определенные вот эти правила, которых надо придерживаться, и будет у вас все с картами хорошо, и деньги все останутся целы и на месте. Ну, в принципе, у меня как вкратце вот так вот из основных способов, которые могут быть и существуют, скажем так, среди злоумышленников. Давайте построим наше общение не просто как лекция, а может быть как беседа. То есть если сразу появятся у вас какие-то вопросы, давайте не будем дожидаться до окончания, просто поднимите руку или какие-то вопросы можете сразу задать, интересующие. Есть какие-либо вопросы у нас представителям Министерства внутренних дел? В принципе, я думаю, все вам подробно рассказал. У меня просто небольшое, даже не дополнение, тоже вопрос небольшой к вам. Вот вы рассказали по поводу заражения сотовых телефонов через СМС-сообщения различные. Может, расскажете, насколько я знаю, вот есть у нас очень часто сейчас получил распространение, вернее, такой способ, как получение СМС-сообщения от сайта объявления Авито, когда приходит сообщение якобы от тех лиц, которые хотят купить у вас какую-то вещь по этому поводу. Давайте я вам там всю технологию расскажу, как все это дело происходит. Только потом не используйте ее, а то побежите сразу. То же самое, тем же самым заниматься. В общем, смотрите. Для чего используется сайт, в данном случае злоумышленниками Авито? Ну, не только Авито, вообще любой сайт, где вы выкладываете свое объявление. К примеру, вы продаете козу, да, выставили объявление. Соответственно, там существует вообще два способа хищения, как минимум дистанционных хищений. Да, это вот мошенничество и, соответственно, с помощью вот этих вот вредоносных программ. Как бы есть определенная группа лиц, которые вот эти вот сайты на предмет новых объявлений постоянно сканируют, находят их, после чего создаются базы, и злоумышленники уже рассылают по этим базам вот именно вот эти вот смс-ки с вредоносным кодом, где вам предлагается, допустим, указывается ваше имя, указывается ссылка, да, к примеру, возможен там, ну, если это от имени Кати, к примеру, да, Катерина, возможен обмен, то есть называется имя, которое там у вас в объявлении было. Возможен обмен или рассмотрите обмен, вам, значит, ссылочка дальше, куда вы должны, по идее, нажать. Вот вам, пожалуйста, первый признак того, что уже злоумышленники на вас начали охоту. Ну, другой вариант, когда, соответственно, опять же, вот эти вот все собираются сведения о тех лицах, кто продает козу, условно, да, звонят и говорят, да, дайте мне ваш номер карты, мы сейчас вам перечислим денег. Понятно, что у человека, который разместил объявление о продаже, он хочет быстрее же продать, он поэтому все передает, что у него спрашивают. Это номер карты передает, это, значит, передает другие там реквизиты, неважно, там их много, да. В то же время и смс-ки секретные отдают, ну и так далее. То есть это одна из форм мошенничества. Ну, а мошенничество вам тут коллеги с уголовного розыска расскажут еще. Тут присутствуют коллеги с уголовного розыска, которые непосредственно вот этими мошенничествами занимаются, они более подробно вам расскажут. А меня больше вопрос, как говорится, интересует именно о вредоносных программах. Так вот, когда вы получаете вот эти вот ссылки, опять же, да, Катерина, там, Иван, Вася, неважно, все имена, которые там фигурируют, либо вы продаете, либо покупаете. Значит, если у вас там аккаунт недавно зарегистрирован, или вы выставили какое-то объявление недавно, все, ждите в ближайшее время смс-сообщение, вам оно придет. Знайте, что на вас началась охота. То есть, если вы нажмете, вы свой телефон заразите. Это тоже форма распространения вредоносных программ, когда непосредственно ваше имя указывается, когда вы уже думаете, что действительно, как бы, если вас называют по имени, как бы вызывая у вас определенное доверие. Вот это форма хищения и мошенничества такая.
Сайты используются именно для того, чтобы только найти то лицо, которое хочет что-то продать или что-то купить. Все только для этого. Все? Еще вопросы есть какие-нибудь? Тогда предоставим слово следующему выступающему. Это представитель отделения, Чувашского отделения Сбербанка России Сергей Леонидович Харлампьев, который вам, в принципе, довольно-таки подробный доклад уже предыдущего оратора немножко дополнит, расскажет, какие основные средства безопасности при пользовании интернет-банкинга, Сбербанк онлайн, и вот непосредственно что делает Сбербанк России для того, чтобы как бы помочь нашим гражданам, вам избежать вот этих действий, связанных с хищением денежных средств. Добрый день. Добрый день. Предыдущий оратор Валерий Владимирович уже буквально подробно рассказал о интернет-мошенничествах, о мошенничествах с использованием банковских карт. Чуть-чуть могу дополнить то, что банк какие меры принимает, это прежде всего, кроме нас никто никаких мер не предпримет. Мы все являемся держателями банковских карт, и от нас зависит именно сохранность денежных средств. Прежде всего, как вот уже предыдущий докладчик донес до вас, что мошенничество можно будет совершить только если вы доверились мошенникам, сообщили все свои необходимые персональные данные, то есть номера карты, пин-коды, допустим, CV-код, который на карточке у вас есть, трехзначный номер, тоже очень именно ценный. То есть при помощи этого кода можно использовать, похитить денежные средства. Вот. Что хочу сказать, что в основном основные хищения, то есть именно мошенниками, совершаются по нашей причине. Мы храним пин-коды с нашей банковской картой, как правило. Кто-то пишет, чтобы не забыть свой пин-код, на оборотной стороне карточки номер записывает, и если карточку теряет или у него крадут, то мошенникам никакого труда не доставляет воспользоваться вашей карточкой, вашими денежными средствами. Поэтому ни в коем случае не храните персональные данные, пин-код от вашей карточки вместе с карточкой в кошельке, допустим, в интернет, в компьютерах ваших или в ваших сотовых телефонах, потому что даже при помощи вирусного заражения или при помощи хакеров, взломав ваш персональный компьютер или ваш телефон, воспользуются вашими данными, и ваши денежные средства будут похищены. Вот, поэтому дополнительно вот хотел сказать, что, допустим, по скиммингу, который один из видов мошенничества есть, да, Сбербанк, ну и все банки, которые имеют банки, то есть банкомат, устанавливающий в городе, стоящий в городах, это цельный такой агрегат, литой полностью, и все вот клавиатуры, карт-ридеры, куда вставляются банковские карты, они находятся снутри банкоматов, не выпирают, не накладываются на банкомат, а выходят изнутри, как бы. И поэтому никогда не будет видно, что там какие-то есть защелки, щели какие-то. Вот. Если же вы при пользовании банкоматом увидите, что, допустим, клавиатура на банкомате выступает, есть какая-то щель, зазор, который можно там сковырнуть ее, можно даже вот просто попробовать ее, значит, это нештатное оборудование, скимминг, то есть. Либо карт-ридер тоже, ну, куда вставляется карточка, тоже, если она накладывается на банкомат, тоже поверх существующего карт-ридера, то фактически это сразу видно, тоже она наглядно, визуально, это можно легко определить, что это нештатное оборудование. Поэтому, если нет возможности пользоваться именно такими надежными банкоматами, а где-то там удаленные, где нет контроля особого, поэтому будьте внимательны именно на вот эти накладки, на штатное оборудование, потому что это очень заметно и очень легко обнаружить, поэтому будьте внимательны. По поводу основных мошенничеств с карточками, уже все виды мошенничества в основном-то доведены, да, поэтому хотел бы сказать, что основной причиной бывает, в основном попадаются пожилые люди, даже случаи бывают, что приходят пожилые люди, женщины, бабушки, дедушки, хотят перевести деньги лицам за якобы там какие-то услуги или перечисление налогов.
Один из видов мошенничества, вот как рассылка СМС-сообщений приходит, каждый у нас, допустим, вы выиграли какой-то приз, или вы являетесь участником какого-то там аукциона, акции, вы выиграли, и вам необходимо перечислить налоги или какую-то комиссию. Ни в коем, вот мы говорим, что это уже мошенники, мы проверяем их, и говорим, что это мошенники, все равно бабушки, дедушки не верят, и почему-то перечисляют и попадаются, то есть сами добровольно расстаются с деньгами. А основная причина – это доверчивость. Как раз вот то, что в СМС-сообщение приходит ко всем по телефонам, да, мобильные какие коды, что вы там выиграли, или бывают сообщения такие, как один из видов, что ваш родственник попал в какую-то неприятную ситуацию, там, поймали милицию, ДТП или так далее, и просят позвонить срочно. И под этим, когда вы звоните, они уже, мошенники, пытаются от вас именно выяснить вашу необходимую информацию, то есть ваши персональные данные. Опять же, будьте внимательны, если вы заподозрили что-то неладное, какой-то сюжет, лучше сразу бросайте телефон, не отвечайте и не разговаривайте. А если какая-то ситуация связана с вашим родственниками или какими-то такими неприятными ощущениями, лучше перезвоните родственникам, направьте СМС-сообщение куда-то, что все ли нормально, прежде чем направлять деньги мошенникам. Банк, когда выдавая карточку, вы подписываетесь потом за сохранность вашей банковской карты и за сохранность вашей персональной информации. В случае, если вы не соблюдаете эти условия, банк, к сожалению, не будет выплачивать, компенсировать ваши потери. Поэтому большая просьба следить за безопасностью ваших данных, за безопасностью вашей карты. Основные тезисы уже были сказаны как раз. Будьте внимательны, будьте осторожны. И банк всегда, в случае даже, если вы стали жертвой мошенников, первое, что необходимо сделать, это как можно быстрее позвонить на контактный центр, на номер контактного центра, который указан на обратной стороне карты, на бесплатный номер, либо он указан на банкоматах, на терминалах. То есть всегда на этот номер звоните и говорите, что о блокировке этой карты, что с вами совершено мошенничество в отношении вас, и просьба заблокировать эту карту, чтобы средства ваши сохранить, не ушли они. А потом уже, сразу же, после того, как вы заблокируете сообщение, то есть необходимо в ближайшее отделение полиции, в любое отделение полиции, писать заявление как раз для отдела К, чтобы уже отдел К занялся как раз вашим материалом, то есть вашим заявлением. И чем раньше вы обратитесь с данным заявлением, тем больше шансов у сотрудников полиции найти мошенников и вернуть вам ваши средства. В основном все. Если есть какие-то вопросы. У меня вопрос небольшой. Вот это касается больше людей старшего поколения. У нас у всех, практически у всех подключен мобильный банк, да, то есть Сбербанк в том числе, номер 900 и так далее, через который мы можем осуществлять переводы, оплачивать телефон и так далее, и так далее. Людям старшего поколения, возможно, сложно это сделать. Возможно ли как-то им отключить это все, запрет установить на это в банке? Допустим, в вашем банке, в Сбербанке, можно ли как-то написать заявление, конечно, с этого номера телефона никакого перевода быть не могло? Нет, перевод, во-первых, у каждого, если мобильный банк подключается по желанию, то есть этот мобильный банк можно в любом доп-офисе, то есть отделении банка, отключить. То есть при наличии, если отсутствует, не будет мобильный банк подключен, то есть уже ваши средства будут более сохранны, потому что при пользовании банком как раз мобильным банком, вернее, при наличии мобильного банка он подключен к телефону, то, естественно, при получении антивирусного вируса на телефон, то происходит как раз автоматическое списание, как уже до этого доложили, что вирус уже считывает, начинает блокировать все ваши действия и направляет, то есть управляет вашей картой, вашим телефоном, и все ваши деньги, денежные средства на карте, они просто уходят постепенно, либо сразу. Поэтому, то есть можно мобильный банк отключать по заявлению, и уже ваша карта будет более-менее защищена. То есть просто, я так понимаю, нельзя написать заявление, чтобы переводы не осуществлялись, но установки приходили о приходе, о расходах и так далее, так далее. Нет. То есть расход при наличии мобильного банка. Если есть мобильный банк, будут приходить смс-ки. Не будет мобильного банка, не будут приходить смс-ок вообще. То есть ни о приходе, ни о расходе. Вот так. Еще такой вопрос. Вот сейчас стали популярны, в том числе в вашем банке, выдача карт, с которым можно бесконтактно расплатиться. Без кода и так далее, и так далее. Вот об этом пару слов. Что можете сказать? Способ защиты как таковой не реализует, потому что банк защитил эту карту. То есть если
с этой карты нельзя списать денежные средства на определенную сумму, более 1500 рублей. Сейчас было 1500 рублей, более 1000 рублей, эти денежные средства списать нельзя. То есть необходимо, требуется ввод пин-кода, то есть в магазинах, в терминалах. Поэтому до 1000 рублей, да, клиент, мошенник может воспользоваться, списать, а более 1000 требуется пин-код. Вот в этом плане защищается, защищен код. По сути, если мошенник эту карту вашу возьмет, он даже без пин-кода, он в любом магазине может это расплатиться до 1000 рублей, так я понимаю. Фактически да, но поэтому как раз, чтобы этого не было, если вы обнаружили утерю банковской карты, кражу или сами потеряли, поэтому необходимо как можно быстрее заблокировать вашу карту. В этом случае списать уже никто ничего не сможет. Я добавлю, можно, да? Да, конечно. Маленькую ремарку к словам по поводу бесконтактных карт. Если у вас есть бесконтактные карты, храните их в так называемых металлических Кошельках, да. кошельках, таких коробочек специально для карты. Для чего это нужно? Если вы залезете в троллейбус битком набитым, и туда зайдет человек, который имеет оборудование для сканирования этих карт, считайте, что у вас деньги начнут уходить. В Москве это сейчас активно используют этот способ. В метро до нас еще пока не дошло, но дайте ее значит сегодня в ближайшее время. То есть, если у вас карта лежит просто в кошельке, а кошелек в сумке, и они кожаные, деньги у вас украдут. Если у вас карта для бесконтактной оплаты предназначенная лежит в металлическом ящике, так называемый, ну такие маленькие, знаете, специально для карт, и магнитная полоса красная развернуться и так далее, то у вас деньги сохранятся. Поэтому близко к вам лица, которые подходят, специально чемоданчик представляют, знаете, возможно, там может быть средство для сканирования карт. То есть даже вот простой терминал для оплаты, который мы все видим в магазинах и так далее, если он будет подключен к банку, то есть его достаточно будет поднести к вашей сумке, грубо говоря, и списание до 1000 рублей у вас уже произойдет. Вот поэтому как бы, а если она будет, как уже сказано было, защищена хотя бы в металлическом или, может, фольгированной подойдет или не подойдет? Или... Ну, любая металлическая оболочка, которая будет предотвращать распространение радиоволн. Фольга то же самое. Зачем фольгу использовать, когда существует специальный для карт, не ящики, а кошелечки такие маленькие. Еще один вот сейчас тоже новый вид мошенничества появился, ну, вернее, способ использования как бы фальшивых терминалов. Вот то, что мы расплачиваемся в магазинах, везде, в кафешках там везде. Вот сейчас новый такой есть, как бы используют. Ну, у нас в Чебоксарах пока еще, слава богу, нет, но такой вариант, возможность такая есть, когда клиентам, это, как правило, используется в кафешках, ресторанах, ну, таких общепитах. Вы расплачиваетесь с картой за услуги в конце. То есть у вас, если вашу карту продавец или лицо забирает и где-то там под столом или, может, куда-то уносит, да, и расплачивается, знаете, что возможно тоже мошенничество, так как мошенники используют не терминал настоящий банковский, а типа скимминг такой же, да, типа скимминга, скимминговое оборудование, такой же терминал, но проведя этой карточкой в своем терминале, считывается вся информация и денежные средства как бы списывают, а потом возвращают эту вам карту и сказать, что, прошу прощения, не прошло что-то еще какие-то у нас неполадки, возвращают вам эту карту, предлагают расплачиваться еще раз там наличкой или по-другому. В этом случае вот, есть такие уже методы, уже случаи, когда вот именно списывали денежные средства именно с таким путем. Поэтому если никогда не давайте свою банковскую карту третьим лицам, все операции совершайте сами, либо в присутствии вас, чтобы вы видели, как это совершается, как проводится считывание вашей карты. Не под столом где-то или где-то там ручкой, а именно в вашем присутствии и при вас. Но желательно, чтобы все действия именно делали вы сами. Не кто-то, а вы. Вы вводили в пин-код, вы проводили, видели, какая сумма списывается за те или иные услуги. Вот. Это ваша безопасность. И такие методы уже есть, способы, вернее. Еще какие-нибудь вопросы к представителю Сбербанка имеются? Ну тогда я представляю слово следующему выступающему. Это начальник отдела управления уголовного розыска МВД по Чувашской республике Георгиевский Дмитрий Викторович. Он также вот расскажет непосредственно, какими делами непосредственно он занимался на практике по поводу мошенничества, связанных в том числе с похищением денежных средств через банковские карты и иные способы.
то есть 50%. Вот. Это является покупка-продажи каких-либо товаров на различных сайтах в сети интернет. Также хочу отметить то, что различаются также на два вида данный вид мошеннических действий. Это когда человек продает свой товар. Соответственно, он размещает объявление на каком-либо сайте, Авито, Юла, вот, и ждет звонка, телефонного звонка покупателя. Ну, телефонный звонок поступает, говорят тут же, нас ваш товар устраивает полностью, мы даже его смотреть не хотим, мы по фотографии все рассмотрели. Вот, давайте сразу перечислим вам деньги бесконтактным способом. Вот. Тут тоже делится, опять же, на два варианта. Или злоумышленник у человека, потерпевшего, получает реквизиты банковской карты, тем самым он подключает сторонний мобильный телефон к мобильному банку и уже переводит деньги со счета банковской карты потерпевшего. И второй вариант – это когда человека по телефону потерпевшего подводят к банкомату и говорят то, что для того, чтобы вам пришли деньги на банковскую карту, вам необходимо вставить вашу карту в банкомат и произвести определенные действия с клавиатурой. То есть злоумышленники называют кнопки, куда надо нажимать потерпевшему. В этом случае, как правило, потерпевший своими руками переводит свои же денежные средства на счет телефона или на счет Киви, ну или на любой другой счет. Еще хуже бывает, когда злоумышленник с помощью СМС-кодов, которые приходят к потерпевшему, подключает не мобильный банк к телефону, а подключает Сбербанк онлайн. Тоже на сторонний телефон, на свой, который пользуется злоумышленник. При этом он уже на своем телефоне или на компьютере видит все счета, которые находятся у потерпевшего. Открытые, например, в каком-либо банке. И он может с этими счетами производить практически любые манипуляции. То есть он с одного счета, как правило, та карточка, через которую подключается к Сбербанку онлайн, переводит деньги на эту карточку именно потерпевшего с других его же счетов. Потерпевший видит то, что у него идет поступление денег на его карточку, но он не думает, не предполагает то, что это приходят его же деньги. Вот. И там тоже есть несколько вариантов. Или уже потом полностью деньги снимаются с этой карточки, или потерпевший, ему говорят то, что мы перечислили лишнего, отдайте нам то, что мы лишнее перечислили по ошибке. И потерпевший своими же руками перечисляет злоумышленникам свои же деньги. Ну это вот про продажу товаров мы говорим. Еще есть покупка товаров в сети интернет. Сайтов у нас тоже достаточно много, на которых осуществляется покупка. Это не реклама, сразу говорю, наибольшую популярность у нас, конечно, имеет Авито. Вот. Размещают там, если честно, конечно, может быть, это немного не культурно будет, но Авито – это настоящая помойка. Вот. Размещают там все, что угодно. Вот. И человек, когда что-то решит купить на Авито, не советую вообще этого делать. Вот. Даже если вам по электронной почте присылают копию паспорта человека, то, что он хочет доказать, то, что он не мошенник, он на самом деле. Но сами знаете, то, что сегодняшними компьютерными технологиями, даже я, не такой молодой человек, используя простой графический редактор, за 10 минут я любой паспорт
ну, то есть паспорт был на одно, фамилия, имя, отчество, он будет на другое, с другим номером, с другой пропиской. А электронным способом послать можно все, что угодно. Так что никогда на такие ухищрения не ведитесь и не доверяйте. Особенно Авито и Юлия. Ну, как антиреклама вышла. Ну ладно. Так, также хочу поговорить, ну тут немного коснулись, так называемые фишинговые сайты. То есть некоторые любят покупать, например, какие-то новые гаджеты, предметы одежды или еще что-то на каких-либо сайтах. То есть, когда человеку что-то понадобилось, он начинает гуглить, заходит в интернет, вот, открывает первый попавшийся сайт, цена его устраивает, соответственно, он переводит деньги предоплатой, товар не получает. Сайт, как правило, это оказывается фишинговый. То есть он сделан на основе, злоумышленником на основе, как правило, реального сайта. Все реквизиты там соответствуют реальному сайту. Вот. Но люди на это попадаются. Как на это не попасться? Обязательно надо смотреть дату создания сайта. Если сайт создан менее 2 месяцев, на этом сайте не стоит ничего покупать. Проверять дату создания сайта, в принципе, тоже не сложно. Надо скопировать адрес сайта в командной строке и ввести его обычно в поисковик и набрать, когда создан сайт. У вас про это выйдет программка, и по ней будет видно, когда именно сайт, какого числа, во сколько времени был создан. Обязательно проверяйте, если вы захотите что-то купить. Дальше. Еще одним из видов мошенничества, совершенным бесконтактным способом, это является получение сообщений с просьбой одолжить денег через взломанную страницу какой-либо социальной сети. Люди, получив, кстати, делятся тоже на 2 вида. Это или просят взаймы денег, или просят перечислить деньги, так, ссылаясь на то, что карточку у меня заблокировали, давай кинем на твою карточку деньги. Ну, первый случай человек сам отсылает деньги, не созвонившись при этом с тем человеком, который ему написал в социальной сети, то, что ему нужны деньги. Вот. А во втором случае точно так же завладевают реквизитами банковской карты и снимают деньги, то, что есть на карточке у потерпевшего. Как уберечься? Да тут вообще проще простого. Ну, пришло вам такое сообщение. Позвоните вы своему знакомому, вот, и спросите, ну, на самом деле он у вас деньги просит или нет. Это, в принципе, несложно. Только именно позвоните, а не пишите на той же страничке ему ответ, потому что с вами будет общаться злоумышленник. Еще виды, ну, про виды, конечно, можно, но основные все-таки надо назвать под предлогом, так называемые, под предлогом блокировки банковской карты. Это или приходит СМС-сообщение на ваш телефон о том, что или ваша карта заблокирована, или с вашей карты пытались списать определенную сумму, или то, что определенная сумма с вашего счета уже списана, и телефон для справок. Человек звонит по этому телефону, соответственно, опять же, злоумышленники завладевают реквизитами банковской карты и списывают деньги. Есть случаи, когда не приходит СМС-сообщение, а именно уже сразу поступает звонок к человеку и без СМС, и сразу представляется тоже работником
банка. Вот, то, что злоумышленники хотели списать деньги, но мы это предотвратили. Сейчас вашу карту мы заблокировали. Чтобы ее разблокировать, надо провести следующие действия. Ну, опять завладевает реквизитами. Все как всегда. Люди почему-то очень сильно на это ведутся, невзирая даже на возрастные цензы, как молодые, так и пожилые. Все возрасты покорны. Вот. В последнее время также распространено стало мошенничество, это получение кредита через интернет. Люди находят также объявления в интернете с очень симпатичными процентными ставками. Вот. Тем более некоторые люди, которым уже в других местах не дают кредиты, этому очень подвержены. Вот. И все, одобряют им кредит. И теперь, говорит, заплатите нам, говорит, пожалуйста, первоначальный, говорит, взнос за взятый вами кредит. Ну, человек, там сумма вроде большая, первоначальный взнос небольшой, вносит. Ну, говорит, теперь надо внести, говорит, страховку за этот кредит. Ну, человек вносит страховку. Ну, так как у нас нету в вашем городе филиала нашего банка, вам надо, говорит, надо еще оплатить курьера, который доставит вам деньги. Ну, человек оплачивает и курьера еще. Ну, естественно, никакого кредита человек не получает. Вот. Переводит своими руками деньги злоумышленникам. Так, что касается пожилых граждан. Вот. Есть у нас такой вид мошенничества среди наших сотрудников, он называется компенсация за БАДы. Вот. То есть пожилые люди, как правило, за всю свою жизнь, иногда через интернет или раньше было в журналах приходили с рекламой, покупают какие-либо или биологически активные добавки, или какие-либо околомедицинские приборы, так мы их называем. Вот. Пользуются ими, ну, пользы они, конечно, не приносят, но вреда, дай бог, тоже не приносят. Но вот злоумышленники находят разными путями базы данных покупателей, которые приобретали этот товар, и начинают обзванивать этих покупателей. Могут позвонить, вы покупали, например, этот товар 10 лет назад, могут позвонить сейчас и сказать то, что представится кем угодно, сотрудником полиции, сотрудником Генеральной прокуратуры, всем кем угодно из правоохранительных органов, и сказать то, что мы задержали группу мошенников, вы покупали у них товар, человек, да, вот, говорит, теперь вам положена компенсация за это. И компенсацию называют довольно-таки большую сумму, начиная там от 300 тысяч и выше. Вот. Только, говорит, чтобы перевести вам эти деньги, надо сначала разблокировать счет. Вот. Ну, пожилой человек, соответственно, радуется, никому родным, близким это не говорит, видать, хочет сделать сюрприз. Вот. Идет и переводит деньги, потом ему говорят, то, что, извините, вот у нас закончились, я это, к примеру, говорю, там схем очень много, и они варьируются между собой. Например, говорят то, что вот у нас сертификат на 300 тысяч закончился, но вот у нас остался сертификат на 500 тысяч, только вот надо разницу заплатить, там 50 тысяч еще. Ну, человек идет, опять платит деньги. Ну, доходит совершенно до смешного иногда. Ну, компенсация 500 тысяч, а потерпевший перечисляет к миллиону уже денег. Ну, если у кого есть пожилые родственники, вы тоже предупредите их, то, что не стоит деньги
переводить злоумышленникам и оставлять внуков без шоколадок. Вот. Ну, еще, конечно, немного снизилось количество зарегистрированных еще один вид мошеннических действий, но все равно он еще остается. Как правило, данный вид мошенничества совершается с мест не столь отдаленных. Ну, грубо говоря, из тюрем, колоний. Это, как мы называем, ваш родственник попал в беду. Звонят как на мобильные телефоны, так и на стационарные. Как правило, жертвами тоже становятся пожилые люди. Звонят, говорят, ваш сын, внук, сначала, конечно, плачет в телефон, там бабушка или дедушка, там, сынок, это ты, внученька, это ты, ну, там, ясно дело сразу, да, это я, плачущий писклявый голос, вот, передаю трубку следователю. Следователь говорит, то, что у вас ваш ребенок или сбил человека на машине, или побил кого-то, сейчас будем привлекать его к уголовной ответственности, вот, чтобы его не привлекать к уголовной ответственности, надо срочно перечислить определенную сумму. Ну, потерпевший в шоке, как правило, забывает позвонить своему родственнику, внуку, дочери, сыну, вот, и тут же переводит деньги. Как избежать этого? Ну, предупредить своих. У нас даже, как сказать, ну, для примера можно привести случай, когда одному пожилому человеку позвонили, вот, таким же образом, вот, он перечислил определенную сумму злоумышленника, а потом пришел писать заявление в полицию. Ну, естественно, заявление у него приняли, человека опрашивают, и выясняется в ходе опроса то, что у него ни сына, ни внука нету. Вот задаем вопрос, а зачем же вы тогда деньги-то перечислили? У вас же нету. Да вот не знаю, вот. А так ответить на этот вопрос он не смог. Вот. Ну, остальные виды, основные, я просто, наверное, перечислю, особо останавливаться не буду. Есть такие виды еще мошеннических действий. Это под видом пополнения счета телефона, под предлогом грузоперевозок, под видом вложения денег под проценты, игра на бирже через интернет, под предлогом трудоустройства через интернет, под видом оказания экстрасенсорных услуг через интернет. Кстати, зря смеетесь, очень популярное у нас это направление. Граждане, бывает, ну, на моей памяти наибольшую сумму перечислила экстрасенсам по телефону 4 миллиона. Да, есть еще тоже одно интересное, его тоже, наверное, озвучить надо. Это под видом возврата вещи за вознаграждение. То есть человек теряет какую-либо вещь, ну, у нас же есть интернет, он же помощник, и выкладывает в интернет, как правило, в соцсети, есть группы специальные, где выкладывают такие объявления, выкладывают то, что вот утерял телефон, утерял документы, все, ну и, соответственно, потерпевшему поступает звонок. Нашлись документы, нашелся телефон и готовы вернуть за вознаграждение. Ну, договариваются, где встретиться в городе, хотя злоумышленники, они находятся даже не у нас здесь, не в городе, даже не в Чувашии. Они могут находиться хоть на Сахалине, хоть во Владивостоке. Это значения никакого не имеет. Вот. Договариваются встретиться, например, у такого торгового дома. Вот. Человек идет туда, как правило, убирает место, где есть банкомат. Это все тоже можно найти в интернете, это несложно. То есть преступник, он
на месте по карте вполне ориентируется у себя во Владивостоке, к примеру, а вы здесь. Вот, человек приходит, все, говорит, общаются по телефону, мы, говорит, я тебя вижу, вот, заплати там столько-то, такую-то сумму за возврат, и сейчас телефон, документ сейчас тебе вернем. Человек платит, естественно, ему никто ничего не возвращает. Ну, в принципе, с основными видами я закончил. Они еще, конечно, есть. И постоянно преступность у нас не стоит на месте, она развивается. Вот. Появляются новые виды. Вот. Но попадаться, конечно, не стоит. Обидно это. Какие-нибудь вопросы есть? Это, в принципе, ну, конечно, это не ко мне ответ, но ответить я на него тоже смогу. Самый простой способ избавиться от вируса в телефоне, если это есть, это отформатировать его. А у вас есть сын, дочь? Телефон покажите, пожалуйста. Это более простой способ. Раскладушка? Раскладушка. В это самое, к интернету подключен? Ну тогда ничего страшного не будет. Раз интернет не подключен, не будет. Вот. Понятно. Понятно. Да. Только что же. Ясно. Да ясно. Не Только что уже сможет. говорили, да, что если нет интернета, если у вас простой телефон, который стоит недорого, без выхода в интернет, без операционной системы, не смартфон, то есть, в принципе, вам ничего не грозит. Даже такие советы были даны до этого, что такой телефон как раз и самый наиболее удобный для пользования мобильным банком. Да. Ну, видите, кроме мобильного банка есть же и другие виды мошенничества, которые были озвучены. Вдруг вам позвонит кто-то, еще кто-то что-то сообщит. Поэтому... Вот видите, вы нам уже все рассказали. Нет, если вы просто поговорите, то деньги у вас не пропадут. Если человек хочет перевести вам деньги, вот, бесконтактным способом, ему достаточно знать только номер банковской карты. Этого достаточно для перевода денег. То есть не надо называть ни время действия карты, ни фамилию, имя, отчество, ни обратный код, который находится на обратной стороне карты. И тем более нельзя называть СМС-коды, которые вам приходят на телефон. Вот как вы только что, как уже было сказано, вот сотрудник Сбербанка не даст соврать, представители банков, даже если они вам действительно звонят, а действительно бывают такие случаи, когда необходимо что-то сделать, не вправе и не будут у вас требовать ни номер карты, ни номер, который сзади указан ваш на карте, ничего. То есть этими данными они уже и так обладают без вас. То есть поэтому, если человек представляет сотрудником банка и просит назвать у вас номер карты или еще что-то, то однозначно это к вам звонит не он. Он максимум, что у вас попросит сказать контрольное слово, которое вы говорили, когда заключали договор, и все. Больше ничего он у вас просить не имеет права. Который Правильно никто не помнит. Сбербанк даже при получении каких-либо СМС-сообщений, как сообщений по интернет-сайтам, то есть если вы с сайта Сбербанка, либо по телефону сотрудники Сбербанка, в СМС-сообщениях обращайтесь всегда адресно, то есть по имени и отчеству, и информацию, которую какая-либо нужна, то есть они всегда указываются, что любую информацию вам надо следует идти в любой ближайший офис для урегулирования вопроса, либо для заключения договора, и никогда не требуют сообщать какие-либо данные. Вот, поэтому, то есть всегда сотрудники, то есть всегда клиентов приглашают в банк, и все вопросы решаются только в банке. Бывают случаи, то есть и нам звонят постоянно, то что звонит по Сбербанку, чтобы звонил сотрудник безопасности, представился, то есть сотрудник безопасности сказал, что у вас там какие-то долги, вы должны то-то, то-то, то-то сделать там, и требует сумму денег, как всегда. Вот. От Сбербанка ни сотрудник безопасности никогда не звонит, всегда звонит представитель банка, какой колл-центр или сотрудник. Если даже есть проблемный долг, проблемная задолженность, звонит сотрудник по проблемной задолженности, и этого клиента всегда приглашают в отделение банка
для урегулирования вопросов. По телефону никаких вопросов не решаются, только клиента приглашают. Могут сказать, что у вас такой-то долг. Если вы с этим не согласны, вы можете прийти в банк, выяснить, в чем эта суть. Если же какой-то мошенник сказал, у вас долг есть, а у вас долгов нет, бывают такие случаи, что звонят, да, у вас долг такой-то и большая сумма долга по кредиту, а у клиента вообще нет ни долгов, ни кредитов не брал никогда. Вот. В этом случае никогда не надо бояться, то есть ложите телефон, не отвечайте ни на смс-ки, если хотите просто прийти в банк и уточнить, действительно ли у вас какой-то долг. Может, бывает случай, что под вашим паспортом, ну, вы где-то потеряли или ваши данные где-то мошенники использовали, получили кредит какой-то. Ну, сами по себе паспортные данные, сами по себе только номер и серия паспорта, она как бы повредить вам не сможет. Да, да, только серия и номер паспорта, ну, просто номер серии паспорта он не может. Если просто мошенник уже используя какие-то интернет-ресурсы, может войти, допустим, дальше, более подробную информацию о вас узнать, и уже номера карты. То есть ему нужно номер карты, номер вашей СИВ-кода, то есть трехзначный цифр, номер на оборотной стороне карты, то есть персональный код этой карточки. Вот наличие этих данных только позволит списать с ваших счетов денежные средства. Ну, не только с карты, а вообще со всех счетов, имеющихся у вас. Вы можете эти данные не Ну давать. да, как уже сказано было, тут, конечно, вопрос по банковским картам, может быть, действительно через карты банковские ничего с вами сделать не смогут, но, к сожалению, у нас есть и просто люди, которые могут прийти в банк. Вы все знаете, есть микрофинансовые организации, очень много в настоящий момент, которые, в принципе, по одному паспорту или даже, может быть, по данным от паспорта могут дать кредит и так далее. Но такая опасность, к сожалению, существует, и поэтому тоже надо 10 раз подумать, прежде чем давать кому-то свои личные паспортные данные, адрес, прописку, имя, фамилия, отчество. Поэтому, еще раз говорю, никто, никакие волонтеры, никто даже за Путина или еще за кого-то, никто не может права вынудить вас показать ваш паспорт. Ну, за исключением отдельных случаев, это сотрудник полиции или иное лицо, когда при исполнении своих обязанностей имеет право это сделать. А так вы вправе всегда в этом отказать, конечно. Слушаем. Да, конечно, можете. Ну, обычный срок исковой давности, ну, если какой срок вы можете подать в суд за взысканием этих денежных средств, 3 года, если там что-то иное не написано в расписке. Ну, и если в расписке вы конкретно не указали, то 3 года обычно, насколько я помню. Да. Ну нет, вы всегда можете обратиться в суд или в правоохранительные органы по этому поводу, в полицию можете написать или в суд обратиться по этому поводу. Сказать о том, что вы, допустим, дали в долг человеку, есть расписка, человек возвращать деньги не хочет. В принципе, теоретически это может быть расценено как уголовное преступление, но тут надо смотреть разные детали, и уже полиция будет заниматься этими вопросами. Я думаю, самый простой способ для вас, если у вас такая проблема есть, непосредственно обратиться в органы полиции. Да, конечно. С соответствующим заявлением. Там проведут проверку, узнают, действительно был ли долг, кто должен, почему не отдает. И если действительно человек умышленно это делает, зная о том, что он взял у вас деньги, зная о том, что деньги отдавать не будет, здесь налицо будет состав преступления. Поэтому я думаю, все-таки необходимо, если такая проблема есть, если в суд вы не обращаетесь, все-таки в полицию никто не запрещает вам обратиться по данному факту. Ну, может полиция. Если вы в последующем не будете согласны с действием полиции, вы всегда можете в прокуратуру к нам прийти, потому что непосредственно проверкой деятельности полиции занимаемся мы. Мы проверим, какое решение приняла полиция, правильно она сделала это, направив вас в суд и так далее, или все-таки полиция должна была более конкретно проверить ваше сообщение. Поэтому, если вы не согласны с тем решением, которое полиция в последующем принято будет, вы можете обжаловать его действия прокурору. Либо в прокуратуру республики, либо в прокуратуру района по месту нахождения, вот куда вы в полицию обратились. И уже... Вы что? Какие деньги? Мы государственный орган, ни в полицию, ни в прокуратуре нас денег не берут. Но нет, вот для этого, в принципе, мы как бы созданы для того, чтобы бесплатно вам эти услуги оказывать. Вот сейчас же вы деньги не платите за то, что вы сюда пришли?
Ну, привыкни, ну. Ну, значит, если такое будет, значит, перед вами были не сотрудники полиции, а такие же мошенники, которые это сделали. Еще. Да, конечно, сотрудники банка еженедельно проверяют банкоматы на наличие вот как раз нештатных оборудований. Ну, это, так сказать, скиммингов. Поэтому, но мошенники, они, то есть сотрудник не каждый день отправляет, но несколько раз в день проверяет, ходит, осматривает. То просто мошенник, вот если, допустим, скимминг, он, работа принципа скимминга, он, допустим, установил его ночью в 8 часов или в 7 часов вечера и снял этот скимминг в 5 часов утра. За это время, да, вот, допустим, с ночи, ну, за всю ночь, допустим, как правило, вот эти какие-то оборудования нештатные ставят в тех банкоматах, где очень большое количество населения проходит, то есть массовость, большая массовость, то есть использование этих карт, чтобы заработать больше, чтобы обмануть. Нет, я вообще говорю, что могут ночью, могут на 2-3 часа поставить днем, могут и целый день или 2 держать. Вот. Конечно, это да. Просто хочу сказать, что скимминг сейчас как бы это не такой уже метод мошенничества, такой, самый такой распространенный. Он был использован, раньше пользовался очень активно. У нас в Чебоксарах были случаи, вот как вы уже говорили, в 2015 году или в 2014 была поймана группа, но в последнее время этих нештатных оборудований уже не ставится, потому что это как бы более такой сложный путь мошенничества. И есть уже мошенники придумали наиболее быстрые и легкие способы, как обмануть нас, граждан, и более продуктивнее. Поэтому, но для того, чтобы не попасться на вот эти мошенничества, на мошенников, прежде всего, когда вы суете карточку и вносите пин-коды, всегда закрывайте рукой. Потому что вот эти скимминги, они работают на то, что считывают номер карты, но камера считывает как бы руки. Ну, если вы закроете, пин-кода уже не будет, и мошенник уже той информацией, которой воспользуетесь, он уже не воспользуется. Потому что оборудование, оно работает таким образом, которое было раньше, то есть оно считывает номер карты, еще нужен пин-код для этой карты. Если вы его закроете, обеспечите безопасность его, чтобы перед камерой, там стоят камеры, ставят тоже маленькие мини-камеры, которые следят за вашими действиями. Вы прикрыли, набили, все, то есть вы как бы тоже обезопасились, да, защитились. Но в любом случае надо стараться смотреть именно на вот, это очень легко. Рукой потрясти, чуть-чуть подковырять, там, клавиатуру ковырнуть чуть. Если да, вот эти вещи. Они очень легко, да, они легко обнаруживаются, так сказать, поэтому если потрясли вот картридер, куда банкомат карточку вставляете, такая зеленая пластмасса, если она накладка, она ее будет болтать, то есть ее можно отодрать, то есть она клеится. Да. Можете покрутить, если переживаете, если не боитесь. Да. Там вот, когда вы получаете карту, вы пишете на заявлениях слово, код определенный, да? У каждого там данные паспорта запрашивают. Если вы не знаете, забыли свое слово, как бы такое заветное слово, кодовое слово, там у каждого свое, вы пишете. Да, вот. У вас требует вот это слово обязательно. Если вы это слово не помните, то вас будут наталкивать на другие. То есть вас спрашивать будут более ваши данные персональные, паспортные данные, вот именно паспорт, номер, серия, кем выдан. Вот. Если это подтверждается, потом вам будут уже говорить и то. Но лучше знать именно пин-код. Да, или же прийти в банк со своим паспортом, и уже вам по паспорту вас уже обслужат. Даже при отсутствии... Пин-код не надо, только заветное слово, то есть когда кодовое слово, которое вы написали. Если же этого нет и не можете, вы придете в любое отделение банка с паспортом, и вас по этому паспорту уже обслужат даже без вашей карты, без этой. Напишите заявление о блокировке, а деньги с вашей карты перечислят на счет, который вы укажете. И все.
Ну, я думаю, сейчас можно представить слово уже представителю прокуратуры, Фуражкину Дмитрию Валерьевичу. Непосредственно он расскажет вот об этих мошенниках, что мошенники их ловят, их осуждают, и он расскажет, в принципе, какая ответственность за это предусмотрена, и какие примеры, пару примеров из практики, из последних дел, которые у нас были рассмотрены судом. Буквально, вот, я думаю, несколько минут мы уложимся. Да, Витя? Ну, по преступлениям, связанным с кражей и мошенничеством, предусмотрена уголовная ответственность по статьям 158, это кража, и 159, это мошенничество Уголовного кодекса Российской Федерации, суровое наказание, за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет в зависимости от причиненного ущерба гражданину. Так, например, как было уже указано оппонентами о том, что злоумышленники звонят под предлогом попадания родственников в беду. Так было раскрыто преступление в отношении 2 лиц, которые находились в местах лишения свободы. С использованием мобильных средств связи звонили так потерпевшим. Данные лица были установлены, и в отношении данных лиц было направлено дело в суд, которые были приговорены к лишению свободы в исправительной колонии. Также по преступлениям, связанным с незаконным оборотом поддельных денежных знаков, предусмотрена уголовная ответственность у нас статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судами Республики наказание лицам по совершенным указанным преступлениям назначается исключительно в виде реального лишения свободы, в отдельных случаях с дополнительным наказанием в виде штрафа. Вот, например, приговором Ленинского районного суда осужден был гражданин за совершение 10 преступлений, а именно за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, к 4 годам лишения свободы с удвоенным наказанием, с позиции колонии строгого режима, со штрафом 200 000 рублей. В принципе, все, которое... Ну и в принципе мы уже сейчас с вами больше часа говорим о безналичном способе обращения денег, то есть банковские карты, интернет-банкинг и так далее, мобильная сеть. Но, как я вначале уже озвучил, наличный оборот у нас, денежный оборот еще существует, и, я думаю, занимает большую часть нашего с вами времени. И поэтому вопрос о поддельности денежных купюр он тоже является актуален. И вот, я думаю, довольно-таки интересное выступление сейчас нас ждет. Мальцева Ольга Геннадьевна, ведущий эксперт по исследованию денежных знаков, отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Национального банка Чувашской Республики, которая нам наглядно, я думаю, сейчас покажет, в том числе на экране, каким образом можно отличить поддельную денежную купюру от настоящие. Вот сейчас вам раздаются буклеты, я понимаю, там такая же информация примерно содержится. Я думаю, уважаемые коллеги, может мы немножко туда сядем тогда, чтобы не мешать. Добрый день. Работает, не работает? Не работает этот микрофон? Добрый день. Слышно меня, да? Раз. Раз. Это слышно тоже, да? Одной из функций Банка России является монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация наличного денежного обращения. Важным аспектом деятельности Банка России является поддержание чистоты наличного денежного обращения, своевременное выявление банкнот, имеющих признаки подделки. Банк России на регулярной основе проводит работу по защите денежных знаков, разрабатывает банкноты с обновленным набором защитных элементов, вводит в обращение модифицированные банкноты. Производство банкнот – это особая отрасль, включающая в себя производство специальной бумаги, изготовление специальных красок, применение сложных технологий для создания оригинальных печатных форм, применение особых способов и видов печати, отличающихся от общепринятых в полиграфии, использование специальных средств защиты. Все эти приемы и разработки в комплексе призваны обеспечить защиту денежных знаков от подделок. Законным средством платежа на территории Российской Федерации являются банкноты 5, 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей образца 1997 года, включая их модификации.
12 октября 2017 года Банк России ввел в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. В каждую банкноту заложен целый комплекс защитных элементов. Основная масса поддельных банкнот изготавливается по упрощенным технологиям. Как правило, выявить их можно и без специального оборудования. Необходимо только внимательно рассмотреть банкноту и проверить не менее 3 защитных признаков. Рассмотрим подробнее некоторые из них на примере банкнот 1000 и 5000 рублей. Один из защитных признаков – это водяной знак. При рассмотрении банкноты на просвет на купонных полях видны многотоновые водяные знаки. На узком купонном поле изображено цифровое обозначение номинала. На широком, это фрагмент сюжета, он имеет плавные переходы тона от светлых участков к темным. На купюрах модификации 2010 года присутствует комбинированный водяной знак. Он расположен на правом купонном поле и включает в себя полутоновый водяной знак, то есть это портрет, и примыкающий к нему филигранный водяной знак. Это цифровое обозначение номинала. Филигранный водяной знак имеет участки более светлые, чем бумага, и полутоновый водяной знак. Вот он более светлый. Следующий защит. Что? Нет, там тоже имитируют. Имитируют, но не так. Следующий защитный признак – это ныряющая металлизированная защитная нить. Она внедрена в бумагу и видна на оборотной стороне банкнот в виде блестящих прямоугольников, образующих пунктирную линию. При рассматривании банкноты на просвет защитная нить выглядит сплошной темной полосой. Это на 1000-й купюре модификации 2004 года. А на банкноте номиналом 5000 рублей образца 1997 года нить на просвет выглядит темной полосой со светлым текстом 5000 в прямом, перевернутом и зеркальном отображении. На банкнотах модификации 2010 года защитная нить выходит на поверхность бумаги на лицевой стороне банкноты в окне фигурной формы. Она имеет текст в виде повторяющихся чисел 5000 и 1000. При наклоне банкноты цифры перемещаются друг относительно друга. Это на банкноте номиналом 5000 рублей. А на 1000-х купюрах появляется радужный блеск без изображения. Цветопеременная краска. На банкнотах номиналом 1000 рублей, модификации 2004 года и, 5000, и на 5000-х банкнотах образца 1997 года цветопеременной краской выполнен герб города. При наклоне банкноты цвет герба города меняется с малинового на золотисто-зеленый. Герб города на банкнотах модификации 2010 года выполнен оптически переменной магнитной краской. Яркая блестящая горизонтальная полоса, видимая под прямым углом зрения в середине герба города, при наклоне банкноты перемещается от середины изображения герба вверх или вниз. Скрытые радужные полосы. Они расположены на однотонном поле в центре орнаментальной полосы. При наклоне банкноты появляются многоцветные радужные полосы. Еще защитный признак – микроперфорация. Этот признак подлинности купюр расположен на банкнотах 100, 500, 1000 и 5000 рублей. При рассмотрении банкноты против источника света на ней видно цифровое обозначение номинала, сформированное микроотверстиями. Бумага в месте расположения микроотверстий не должна восприниматься шероховатой на ощупь. Микротекст. С помощью лупы на оборотной стороне купюр можно различить микротекст. Он состоит из букв ЦБРФ и цифрового обозначения номинала. В верхней части банкнот находится позитивный микротекст, сформированный повторяющимися числами 1000 и 5000. В нижней части банкнот расположен микротекст в виде полос с повторяющимся текстом
ЦБРФ 1000, ЦБРФ 5000, который выполнен с переходом от негативного исполнения слева к позитивному справа. Изображение, образованное мелкими графическими элементами. На купюре номиналом 1000 рублей это изображение здания, расположенного справа от часовни на лицевой стороне банкноты, а на 5000-й это изображение дальнего берега реки Амур. Здесь можно увидеть стилизованных представителей флоры и фауны. Далее познакомимся с новыми банкнотами образца 2017 года. 12 октября 2017 года Банком России выпущены в обращение банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей образца 2017 года. Это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот. Новые банкноты стали банкнотами нового поколения во всех отношениях. Они не только красивые и современные, но и высокотехнологичные. В результате в денежное обращение выпущен по-настоящему инновационный продукт. Изменения произошли и в области визуальной защиты. На новых банкнотах размещены защитные признаки, которые существенно облегчают определение ее подлинности и без использования специальных технических средств. Они имеют горизонтально ориентированное оформление лицевой и оборотной сторон. Основное изображение лицевой стороны банкноты номиналом 200 рублей – это памятник затопленным кораблям, монумент в Севастополе, архитектурный символ города. На лицевой стороне в нижней части банкноты в бордюре с обозначением номинала расположено стилизованное штриховое изображение верхней части памятника затопленным кораблям. Также на лицевой стороне присутствует изображение Графской пристани. Это слева и справа по краям банкноты. Графская пристань является главной пристанью города. Здесь начинается военно-морской парад кораблей Черноморского флота. Основное изображение оборотной стороны банкноты – это Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес-Таврический. Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ней изображены символы Владивостока, мост на остров Русский, космодром Восточный в Амурской области. Основное изображение лицевой стороны банкнота – это Русский мост, Вантовый мост в городе Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города Владивостока. В нижней части на лицевой стороне банкноты в бордюре, содержащем номинал, расположено стилизованное изображение морской чайки и маяка Эгершельд. Фоновое изображение лицевой стороны банкноты – изображение Золотого моста через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке и расположенное справа и слева по краям банкноты изображение фрагмента главного корпуса Дальневосточного федерального университета. Основное изображение оборотной стороны банкноты – это космодром Восточный. Это русский космодром, это российский космодром на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковского. В нижней части, на оборотной стороне банкноты справа от бордюра, содержащего номинал, расположено изображение спутника Земли Михаил Ломоносов. Цветопеременный защитный признак «Подвижное кольцо» выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне Солнца. При покачивании банкноты на стилизованном изображении Солнца наблюдается перемещающееся яркое блестящее кольцо. Кроме того, при наблюдении в дневном свете цвет краски меняется с золотистого на зеленый. Банкноты содержат многотоновые комбинированные водяные знаки. Это памятник затопленным кораблям и число 200 на 200-рублевой банкноте и стилизованное изображение моста на фоне солнца и число 2000 на банкноте номиналом 2000 рублей, выполненные с плавным переходом от светлых участков к темным в сочетании с контрастными светлыми участками. В банкнотную бумагу номинала 200 рублей при ее отливе введена ныряющая голографическая защитная нить.
Она имеет 4 выхода на поверхность лицевой стороны банкноты. При покачивании банкноты от себя к себе на защитной нити наблюдается движение светлых прямоугольных элементов вверх и вниз друг относительно друга. Под острым углом наблюдения визуализируется повторяющееся изображение символа рубля на радужном голографическом фоне. В проходящем свете на защитной нити наблюдается повторяющееся цифровое обозначение номинала 200. Внедренная в бумагу банкноты номиналом 2000 рублей, ныряющая голографическая защитная нить. Выходы защитной нити на поверхность лицевой стороны банкноты оформлены в виде окон фигурной формы. При покачивании банкноты от себя к себе на ней наблюдается движение цифр номинала вправо-влево друг относительно друга. Под острым углом наблюдения визуализируются повторяющиеся цветные изображения символа рубля на радужном фоне. 3D изображение символа рубля наблюдается постоянно между изображениями номинала. В проходящем свете на защитной нити наблюдается повторяющаяся аббревиатура ЦБРФ. Для лучшего распознавания номиналов банкнот специально для людей с ослабленным зрением цифровое обозначение номинала на лицевой и оборотной сторонах банкнот выполнено более крупным шрифтом. Вместе с тем, цифровое обозначение номинала выполнено в двух вариантах. Темные цифры на белом фоне и светлые на темном. Штрихи по краям банкноты и цифры номинала на лицевой стороне банкнот имеют повышенный рельеф. Тот же принцип расположения элементов для слабовидящих людей на банкноте номиналом 2000 рублей. Повышенным рельефом также обладают расположенные на лицевой стороне банкнот надпись «Билет Банка России», цифровое обозначение номинала, надписи 200 рублей и 2000 рублей. В банкнотах 200 и 2000 рублей использован скрытый оптический переменный признак. На лицевой стороне банкнот слева от художественной гравюры в вертикальной полосе расположены скрытые цветопеременные цифры, цифровое обозначение номинала. При наблюдении под острым углом к поверхности банкноты на однотонном поле, содержащем слово «Россия», визуализируется цифровое обозначение номинала, каждая цифра которого меняет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов окраска каждой цифры меняется. В бордюре, расположенном слева на лицевой стороне банкноты, содержится скрытое изображение кип-эффект символа рубля, проявляющийся в светлом и темном виде при рассмотрении банкноты под острым углом зрения и повороте на 90 градусов. Оформление банкнот содержит множество мелких графических элементов, микроизображений и микротекстов. Например, на оборотной стороне банкноты номиналом 200 рублей справа вверху расположено стилизованное изображение карты полуострова Крым, которое состоит из мелких графических элементов числа 200, а также микроизображений представителей флоры и фауны полуострова Крым. При внимательном рассмотрении можно здесь увидеть изображение сосны, винограда, мака, розы, дуба, филина, оленя или ящерицы. На оборотной стороне банкноты номиналом 2000 рублей справа вверху расположено стилизованное изображение карты Дальнего Востока, которое состоит тоже из мелких графических элементов. Это числа 2000, а также микроизображений представителей флоры и фауны Дальнего Востока. Листьев березы, шишки кедра, белки, кабана, косули, лося или медведя. QR-код, который находится в правом нижнем углу лицевой стороны банкнот. При сканировании QR-кода при помощи смартфона отображается ссылка на страницу с описанием защитных признаков банкноты на официальном сайте Банка России в сети интернет.
Более подробная информация об оформлении и признаках подлинности банкноты монет Банка России размещена в сети интернет на официальном сайте Банка России. Если вы обнаружили у себя подделку, не пытайтесь избавиться от нее и пустить в оборот. В случае сомнения в подлинности денежного знака следует сдать банкноты на экспертизу в любой банк, осуществляющий операции с наличными деньгами, либо обратиться в органы внутренних дел. Спасибо за внимание. Новые банкноты? Пока не было. Вот на этих буклетах, которые вы получили, там очень хорошо изображено доступные общедоступные признаки для определения подлинности банкнот. Ну, уважаемые друзья, в принципе, довольно-таки подробное выступление. Я думаю, конечно, с первого раза очень сложно запомнить все эти способы определения подлинности купюр. Ну, я думаю, достаточно знать всего 3-4 основных способа, чтобы, в принципе, определить, подлинные купюры или нет, основных. Правильно я понимаю это? Да, то есть все способы, говорю, со временем, может быть, это возможно сделать, но прям сразу это сделать нельзя. Ну и хочется сказать о том, что, судя по практике расследования уголовных дел, связанных с поддельными купюрами или даже вот мошенническими действиями, мы исходим из того, что в основном, во-первых, жертвами этих преступлений становятся люди, еще раз говорю, старшего возраста, пожилые люди, и зачастую мы имеем дело даже не с поддельными денежными купюрами, а имеем дело, когда с людьми расплачиваются явными купюрами, допустим, билеты банка приколов или так далее, так далее, то есть которые явно уже не являются даже поддельным денежной купюрой. Здесь мы имеем уже дело не с изготовлением или сбытом поддельных купюр, а имеем дело с простым мошенничеством. И зачастую, к сожалению, не только пожилые люди, но и продавцы бывают в кассах, поддаются на эти купюры, на эти провокации и так далее. И поэтому в первую очередь надо следить, чтобы вот именно такую купюру вам не подсунули взамен чего-то. То есть когда размениваете деньги, когда расплачиваете в магазине, а конкретно когда на рынке и так далее это происходит. Вот, потому что, еще раз говорю, наибольший оборот имеют именно такие деньги. Не прям поддельные деньги, как мы в основном смысле этого слова, а именно деньги, которых и деньгами назвать нельзя, которые просто имеют похожесть, но фактически таковыми не являются. Поэтому, еще раз говорю, уважаемые друзья, будьте внимательны. Как уже уважаемые коллеги все сказали об этом, что основной способ уберечься от преступления – это не быть доверчивым. Потому что 90% лиц, которые пострадали от такого рода преступления, пострадали от своего доверия. Где-то что-то кому-то сказали, сообщили пароль, поверили человеку на объявление и так далее, и так далее. Если вы этого делать не будете, то очень велика вероятность, что вы никогда не будете жертвами такого рода преступлений. Надеюсь, наше мероприятие было определенным образом полезно. Вы узнали что-то для себя хотя бы немного нового. Спасибо за внимание и до встречи.